Вот уже 78 лет наша страна отмечает победу над фашизмом. Великая Отечественная война 41-45 годов прошлого века – веха, которая разделила жизнь миллионов людей на до и после. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Трагедия и потери тех страшных событий в истории нашей страны настолько масштабны, что никакая очередная смена поколений не должна стереть память о тех, кто ценой жизни сохранил для нас Родину, нашу Россию. Мы будем помнить всегда. Будем помнить, когда нас не станет. Через потомков. О героях былых времен, павших и вернувшихся с фронта. Будущее невозможно без прошлого. Прошлое с нами всегда. В наших сердцах. Никто не забыт. Ничто не забыто. Новое поколение здесь, рядом с нами. За ними будущее нашей страны. Сегодня они являются наследниками той долгожданной, далекой победы. Это они каждый год становятся в строй бессмертного полка с портретами своих прапрадедов и знают их истории. Это они расскажут нашим внукам о подвигах своих доблестных предков. Казбеку 8 лет. В его семье, как и во многих семьях нашей страны, свои герои. Почему я решил участвовать в этом конкурсе? Потому что мне предоставилась возможность рассказать про ветеранов моей семьи, которыми я очень горжусь. Сегодня я расскажу вам про своего прапрадеда. Мой прапрадед Гатикоев Гаврил Георгиевич родился в 1906 году в Южной Осетии. Ему было 35 лет, когда началась война, но его не призвали, потому что он был отцом 5 детей и начальником колхоза. В 1941 году он отправился на фронт добровольно и попал в разведроту в городе Днепропетровск на Украине. Сначала он был политруком, это как главный по дисциплине, а потом и сам стал выходить на боевые задания. И за это он получил 3 медали и орден Отечественной войны первой степени. Под Днепропетровском шли тяжелые бои. Гаврил был ранен и попал в плен к немцам. Его отправили в концлагерь в Румынии, откуда он и еще 7 пленных бежали в 1943 году. В лесах Румынии располагались мощные партизанские отряды, куда они вступили. Но им не доверяли, так как они были пленными у немцев. И отправляли на самые сложные задания, где их могли убить. В 1945 году окончилась война. Но Гаврила за то, что он был в плену у немцев, осудили и отправили восстанавливать разрушенные города, заводы и поля. Так прошло 2 года. Гаврил отказался сообщать родным о том, что он жив и отбывает наказание, потому что боялся, что им это может как-то навредить. А дома все потеряли надежду, что он жив. Рядом с домом моего прапрадеда и его семьи располагалась военная часть. К воинам там все привыкли. Наступил 1947 год. Когда Гаврил подошел к своему дому, его жена, моя прапрабабушка, занималась во дворе хозяйством. Не узнала в нем родного человека и спросила, ищет ли он кого-то или что-то нужно. Конечно, когда он к ней обратился, были слезы радости, а потом семейный праздник в честь его возвращения. К сожалению, медалей и орденов при нем не было, так как он был лишен их из-за того, что был в плену у врага. Но в 1967 году его реабилитировали, когда выяснили, что в плен он был взят в ходе тяжелого боя. Ему вернули все его боевые награды. Спустя годы произошел один удивительный случай. Однажды на мероприятии к Гаврилу подошел какой-то человек и спросил у него, он ли Гаврил Гатикоев?
Оказывается, это был один из 7, с кем он бежал из плена немцев. Они обрадовались, расплакались, вспоминали былые годы и дружили до конца своих дней. Гаврил и все ветераны войны моей семьи являются участниками бессмертного полка. Меня зовут Казбек. Я горжусь тем, что являюсь наследником Победы. Мне кажется порой, что солдаты кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня.